Жума күні епіңіз үшін қайырлы олсын, саатлерді 21:30 эфирде заман. Бүгін Қырымыжғалынан 799 күні кетмекте. Студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Жума намазындан сон Ахмеджит живарындаки молодежной кой жамисінде 100-ден зияде мұсылманны яқаладылар. Бұл ақта адвокат Эмиль Курбединов білдірді. Оның сөздеріне көре жами азбарына тақменен 50 селялы инсан басып кірген, олған инсанларының паспортларını тешкірі башлығанлар. Ол вақыт жамиде 150-ге яқын мұсылман бар еді. Инсан ақлары бойынша контакт группа азасы Абдуришит Джипаров білдіргенне көре, жоқсы мұсылманларыны автобусқа мечбури шекілде юклеп полиция бөліклеріне алып кеткенлер. Я все вместе вам какой-то все растолковать. Да нет такого нигде, как здесь. Это вам докажет. Это ваше личное мнение. Не путайте ваше личное мнение с законом. Пускай все думают, есть закон. Покажем документы, разойдемся. Сомнения в документах. Я объясняю. Силовики российские, ОМОН, автоматчики, балаклавы, ну как обычно это делается, автобусы и прочие машины подъехали к мечети и уже ожидали молящихся на выходе. Когда закончился намаз, они всех на выходе стали, как сейчас принято говорить, у блатных принимать. То есть они стали останавливать и настаивать на том, чтобы они показали документы. Ну, понятно, человек вышел, скажем, из дома, прошел 70 метров, там, кого-то 100 метров, не знаю, там, пусть километров до мечети. Для этого нет необходимости брать документы. Ну, а те настаивали на документах, их не было у многих. И тогда стали их заводить в автобусы. Кто-то пытался не входить в автобус, то есть оказал такое, пусть пассивное, но сопротивление. Ему, ну, пусть не скручивали и не били, но, по крайней мере, затолкали в автобус. Потом, в общем-то, набили автобус, потом еще, и оставшимся предложили ехать на своих машинах вслед за ними. На отделение полиции на Павленко в Симферополе. Количество ехавших было в пределах 50 человек. Количество людей на намазе было около 150 человек. Из них некоторые не поехали, потому что при них сами оказались документы, потому что там есть люди, которые приезжают с привоза, с рынка, есть люди, которые просто по пути заходят, там автобусники, там, ну, мало ли кто еще, у них документы при себе, они не поехали. Остальных всех повезли туда. Продержали там какое-то время, некоторых отпустили, сказав при этом, чтобы они потом сами поехали сами своим ходом. Ну, а, в общем-то, шок теперь у людей как бы прошел, они решили, что поедут, когда будут повестки со всеми там обоснованиями. Одни вернулись, другие еще возвращаются, а имам пока еще был там. И вот на момент моего звонка он еще не вернулся. При этом, понятно, никто ничего не объяснял, ничего им не предъявляли, никаких документов, удостоверений, просто вот так вот, в общем-то, ну, по-российски, в общем-то. Завтра будем уже изучать абсолютно все досконально, а пока каждый говорит по-всякому, поэтому такую цельную картину пока мы не имеем. До этого они заходили к нам с Харасу-Базар, с Арасу, только до этого. И сказали, смотрите, чтобы у вас, предупредите все население, чтобы у них были документы, иначе в общем-то, будет, ну, немножко нехорошо. И я в примере веду, видимо, тот сценарий, который был молодежным. Комментируя действия российских силовиков, нельзя в комментариях использовать термины юридические или околоюридические. Просто беспредел. Обычный российский беспредел, то есть издержка оккупации. Причин никаких нет и быть не может, и не могло. Даже был такой, значит, момент, когда у одного из офицеров, ну, скорее всего, офицер, все-таки он был, судя по тому, как он общался, говорят, а какие основания, чтобы с нами так поступать? А он говорит, основания, это вам не Украина искать основания. Вот и все. Он сам сказал все, что ответил на все ваши и наши вопросы. Ахмеджитнің Қырымның Юқары Рус махкемесі Ақтем Чигоз Мустафа Дегерменже ве Али Асановны апсте қалдырды. Адвокатлар апсте тұтув қарарына шикайет берген еді, ләкин Ишғалжы әкиметінің махкемесі майсының 20-сіне қадар апсте тұтув қарарына күчте қалдырды. Белеки учынында 26 февраль іші бойынша қабатлайлар. Санки олар 2014 сенесі 26 февраль күні Украина бірдемлігі үшін өткерілген митингте қалыбалықлар шығарғанлар. Асанов уже второй год содержится под стражей. За весь период ни разу со стороны органа предварительного расследования к Асанову не было никаких претензий. Также от свидетелей, от потерпевших, ни одного факта, ни одного заявления, ничего, что свидетельствовало бы о том, что Асанов намеревается скрыться, уничтожить какие-либо материалы, либо иным образом воспрепятствовать предварительному расследованию, либо рассмотрению дела судом.
Кроме того, хотел бы обратить внимание, что у Асанова на иждивении имеется 4 малолетних детей, отец инвалид. В настоящее время у Асанова в условиях СИЗО ухудшилось состояние здоровья, он неоднократно обращался с жалобами, заявлениями, в суды вызывалась скорая помощь, оказывалась ему медицинская помощь. Кроме того, в настоящее время предварительное расследование уже окончено, проходит стадия ознакомления с материалами дела, соответственно, никакие уже нельзя изменить ни показания, все материалы по делу собраны, изменить меру пресечения Асанова на домашний арест, это никоим образом не повлияет на исход дела. Я прекрасно знаю, что сегодняшнее заседание происходит чисто формально, так как уже продление определено до 22 мая. Я вообще не понимаю, почему в такие сроки апелляционный суд рассматривает мою жалобу на продление 21 апреля. Все это лишний раз наводит меня на мысль, что мы все находимся в таком цирке Шапито. Дело в том, что когда ты заранее знаешь, что ни суд, ни прокуратура не имеют самостоятельного мнения и будут выполнять решение, указанное властями, итог понятен. Поэтому я бы не хотел участвовать в этой клоунаде. Что там у вас есть, зачитайте, без прений, без обсуждений, и не будем томить людей. Выслушав мнение участников судебного разбирательства, руководство статьи 379 прим. 20 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации постановил постановление Киевского районного суда 21 апреля 2016 года о продлении мер пресечения без содержания по страже в отношении Асанова оставить без изменения. Понятно постановление суда? У меня вопрос к Асанову. Вам перевод нужен, постановление суда? А зачем туда поменяется? Алим Рифатов и Арсен Джипаров апсты июннен 18-не қадар қалажақ. Бүгін Қырымнан юқары Рус махкемесі оларының адвокатлары берген шикаятны қанатлендірмеді. Оларны апрелінің 18-інде Ялта живарындаки Қызылташ койында яқаладылар. Рустақ қайшылары Қырым-татар генчлеріні терроризмде шеклей. К сожалению, Верховный суд оставил в силе решение постановления Киевского районного суда Симферополя об аресте двух Алимова и Джипарова. Хотя защита никаких оснований для этого не усматривала. Там было несколько адвокатов у ребят. Каждый защитник настаивал на том, что абсолютно никаких фактов и доказательств того, что они там могут скрыться и так далее, все-таки следствие не представило. Как всегда, все строится на предположениях, но суд не принимает доводы защиты, а только доводы обвинения, так скажем. Майс 18 күні Русияның Шимали Кавказ махкемесі Ақиярда яқаланған 4 мұсылманның іші бақалмасыны башлайжақ. Бұл вақытта адвокат Эмиль Курбетинов білдірді. Руслан Зейтулаев, Рустем Ваитов, Нури Примов и Фераций Фулаевны ФСБ-да кечкен сені январь айында яқалады. Оларына Русияда террористики бы сайылған Хизбут Тахрир бірлешмесіне алақасы олғанында қабатлайлар. Сегодня поступила информация, собственно, из самого Северо-Кавказского суда, который находится в Ростове, о том, что они предварительное слушание решили провести по конференц-связи. Ребята будут доставляться в Крымский гарнизонный суд, он находится в Симферополе. И мы, как я полагаю, как защитники тоже будем в этом суде в Симферополе. И уже по конференц-связи будем связываться с этим военным судом. То есть предварительное заседание будет проходить так. Как будут проходить остальные заседания, пока неизвестно, однако мы будем ходатайствовать именно об этом, чтобы все-таки проходило в Крыму это все в Симферополе. Русияда ичимаи ағлардаки блокве лайклар үшін инсанларны джезаламаға девам етелер. Базыларына өз сайфесіне интернетте сербест олған видео ерлештіргені үшін, дигерлеріне есе музыка діңлегені үшін джезалайлар. Махкеме инсанларны экстремизмде қабатлап, яда пара джезасына, яда түзетіже чалышмайшылеріні белгілей. Попал я из-за видео о приморских партизанах. То есть я его выложил в группе ВКонтакте, не зная о том, что оно является экстремистским. Организация, да? Или вот этот именно видеоролик? Именно этот видеоролик, я не знал, что он экстремистский. Просто были такие ребята, приморские партизаны, может, слышали о них?
Они, да, вот на Дальнем Востоке у них там крышу сорвало, они пошли, начали всех там ментов гасить. Я как бы сам жил 6 лет на Дальнем Востоке, я знаю, что там происходит, как там происходит. Интернет, это нужно как? Перед собой ложить список, что можно смотреть, что нельзя, что можно слушать, что нельзя. Я поначалу тоже не понимал. И потом, когда уже мне включили начало одной из этих песен, вот, типа, ты там в курсе, то, что они запрещенные, там считаются экстремистские, там то-то, то-то. Но я им говорю, я тут, причем я их в контакт не заливал, как бы. Вот. На них там потом началось. А ты что сделал с ними, с этими песнями? Просто добавил себе. Потом у них началось, там, чтобы я дал показания там, на каких-то людей, вот, которых я даже не знаю. Так вот. И ты дал показания на этих людей? Нет, ну а как, если я их даже не знаю? Потом там подтяжки у него забрали. Говорит, это немецкий флаг. Я их сама лично покупала. Говорю, я почему-то даже не придала значения этим подтяжкам, что они могут именно обозначать немецкую символику. Подождите, флаг государства Германии? Подтяжки красные, желтые, черные. Вот. Ну а что тут такого? Сказали германский здоровый образ жизни. Тогда по лету, помню, у нас везде плакаты, что срочно нужна была кровь. Там девочки там пошли, они у меня спрашивали, а он сдавал кровь. Я говорю, что тут такого? А что здесь такого, если он сдал кровь? Вот эти русские пробежки, вы их видели? Да, видел. На 9 мая они бежали, кричали. Мой дед не за то воевал, чтобы ты сейчас бухал. Это разве плохо? Коррозия группы металлов. Этот паук, который... Он почему-то у нас баллотировался в мэры города Новосибирска. И вполне официально это все было. И ему ничего. Он везде ездит, по всей стране с гастролями. Он поет эти же песни. Все. А почему вот это вот происходит с нашими детьми? Это я могу сегодня проснуться и туда залезть и увидеть себя там в этом списке. Генечісте, генечішерінде 18 май сматем тедбірлеріне азырлықлар кете. Ерлі акимет межлис азалары ве жемаат бірлешме векілері тешкелі комитет топлашуына кечірділер. Алынған қарарға көре күнді саат 1-де бұйық митинг өткерілежек, ондан евелесе автоюруш олажақ. Мы сегодня провели организационный комитет по проведению митинга 18 мая. Решили в населенных пунктах компактного проживания крымских татар в 11:30. Они соберутся у себя с представителями власти, то лишь это председатель поселкового совета, это местные имамы, это местные представители местных меджлисов. Они проведут у себя митинг. Затем в 12 часов будет это всеукраинская общая акция «Дай гудок». И в 12:30 они выедут автопробегом к городу Генически. В Генически в 13:00 будет проведен митинг. В 13:00. Возле Генической администрации будут проводиться культурные мероприятия. Дальше это шествие направится в сторону Чонгара. Основная часть митинга будет проходить возле временной границы с Крымом. Эфиджи варындаки курортная 30 койынды пляжға алып кеткен ел сакинлер үшін қапалы. Курортная Приморье шифаханесі кичік балаларнен аналарына қабыл еткені себебінден терактлардан вазгечмек үшін янындан кечкен елны қапатқан. Шымды сакинлер айланма елнен кечмеге яда тар соқақнен құланмаға мечбурлар. Я считаю, данная тропа является единственным удобным источником для прохода к морю. Тем более есть решение сессии Чебетовского совета, которое обязывало Крымское Приморье заключить обязательный договор сервитута на проход к морю. Это все не сделано. Черкасов обязал Крымское Приморье решением комиссии закрыть вам проход сюда к морю. Это аргументирует он тем, что здесь будут отдыхать матери с детьми, и для антитеррористической безопасности вот эти вот заборы спасут от игл и от взрывов бомб матерей и детей. Вы должны свое «нет» сказать тем партиям регионов, которые разваливала здесь Крым при Украине, сейчас стройными рядами вошла в единую Россию, и которая обязана была вас защищать. Они прикрываются президентом нашим. Но наш президент об этой вот канале не знает. А у них только один президент, это Франклин на 100-долларовой купюре. Эвве иш еріні жойып озыны насыл етіп жоймамақ. Қырымдан вақтын жек өчкен өзешіні алып бармақ үшін грант сайы болды. Шымды есе өз қорантасы үшін пара қазана. Анжела Полякова сувенир ве дегер ешияға лазер вастасынен ресімлер япаве бір шейге пешман етмей. Тек денізні барастағына.
Здравствуйте. Проходите. Қырымлы Анжела Полякова өзінің яны иш еріні көстері. Лазерден гравир еткен студиясы Киев диварында кираға алған евнің гаражында ерлеші. Это лазерный гравер, который я купила за счет выигрыша в грантовой программе от Фонда Возрождения при помощи общественной организации «Крымская диаспора». Анжеланы айлесінен бері кезлев диварындаки штормовой көйінден көчмеге Русия бары мечбур етті. Я патриот, я люблю Украину, я хотела жить при Украине. То есть, для меня это принципиальный вопрос. Шымды Анжела балаларынан бері ялы бойысы янында чықарған фотоларға бақып, тек деңізге әсірет ете. Оның шывылтысы артындан, инсанлар артындан дегіл. Мы так спорили просто со всеми. Переругались со всеми, не общались очень долго с родителями, потому что, действительно, это очень тяжело было. Вот этот разрыв отношений произошел, мы стали общаться спустя только год. То есть, реально, прожив здесь год, мы более-менее стали созваниваться. С братом я вот уже 2 года вообще не общаюсь. Анжела айтқанына көре, затен чоқ асырет етмеге вақыт yok. Çalışқанда не ратлық күнлері, не байрамлар бар. Вақыт иш етерлі. Де гравировкаға мазлемен сатып алмақ, де белгісаярда макет яратмақ керек. Чтобы он заработал, нужно, естественно, в первую очередь создаем макет. Макет у меня уже создан, мы ставим процесс резки. Лазер вастасының тері, пластик, фанер ве жам үстінде өрнеклер япа. Анжела граверні фанерінің үстінде yapmaға епісінден çok бегене, чүнки онен ишлемеге қолай келе. Это чайные домики. Сюда ложатся пакетики для чая. Сюда тоже, тут вот все открывается. Это обложка для книги. С гравировкой. Это такая технология есть. Это все сделано из фанеры. И оно все гнется. То есть разрезается фанера таким образом, что можно ее согнуть. Получается вот такая замечательная обложечка. Украинаға көчкен сон Анжела ішкеде кіріп бақты, амма бірісіне ишлемеге істемеді. Да Қырымда яшағанда о тек өзіне ишлемеге алышты. Көчкенден сон 2 ел кечті, ветек енді о бегенген ішіні тапты. Я даже не сомневаюсь, что это рано или поздно произойдет. Все равно Крым, в принципе, это должно быть так, что он будет украинским. Но именно ехать туда и бороться, нет, я не буду. Я считаю, что просто люди, которые там живут, они должны к этому прийти. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Жамаланын 1944 еліні Bulgaristan ve Мексикада icra ettiler. Евровидение 2015 бала yarışının iştirakçısı Gabriela Yardanova klipni o'z YouTube sayfasında yerleştirdi. Buna beraber Meksikalı Ricardo Atris icra etti. Qrim tatar xalqının sürgünlüğü aqta olgan yırga endi onlarning cover versiyalari peyda oldu. Aynı bu yırnen Jamala Евровидение 2016 yarışında Ukrayna'nı temsil edecek. O İsveç'de Mayıs'nın 10 günü başlanacak. Humanity cries, you take from God, but everyone dies. Don't soul of my soul, our souls. Yaşlarım atayamadım. Ben bu yerde yaşamadım. Bu noktada yayınımızda yekunlayımız sizlerge iyi akşamlar tileyim. Bir-birinizge muqayt olunuz, rahatlık günleriniz tinch keçsin. ATR ile olunuz. Görüşmek üzere.